К отправке подготовлена 4-я партия гуманитарной помощи для Донбасса от жителей Коми. На этот раз самая массовая. Груз повезут сразу несколько фур. Один большой груз с продуктами едет из Воркуты. В Сыктывкаре к нему присоединится еще один. К почетной миссии присоединились жители Котласа, Коряжмы и Кирова. Это 60 тонн всего самого необходимого для тех, кто сегодня на грани жизни и смерти. Ольга Коняева продолжит. Мне очень радостно, что, в общем, у нашего народа сохранилось сострадание, сохранилось то, что нам всегда было присуще, готовность помочь ближнему. И вот вы яркие представители, я считаю так, наших лучших черт нашего народа. В Совете ветеранов Афганистана собралась лишь малая часть жителей Коми, которые помогают населению Донбасса. Одни деньгами, другие вещами и продуктами, третьи решают транспортные вопросы. Каждый вносит посильную лепту. Нельзя остаться безучастным. Обязательно, как хочется пойти, помочь найти. Очень много откликнулось наших предпринимателей, которые живо, не просто под нажимом административного ресурса, а сами откликнулись. У сыктывкарки Оксаны Наботовой один из сыновей уже не в первый раз едет на Донбасс. Добровольцем в ряды ополчения. Уже смирилась, говорит мама, лишь бы вернулся невредимым. У меня, тем более, там и дедушка похоронен на Украине, только на Западной Украине. То у Максима прадедушка. Раньше ездили каждый год туда. Людям надо помогать, что я могу сказать. Тяжело, конечно, волнуюсь, переживаю. Когда тем более не могу до него дозвониться и нет звонков. Ольга Коновалова, многодетная мама, когда узнала о гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины, заболело материнское сердце. Решила, что будет помогать безвинно страдающим детям. Собирали вещи, то есть я обратилась не только к своим близким родственникам, знакомым и всем миром, как говорится, с мира по нитке в бедному рубаха. И собрали посильную помощь, одежду, продукты питания. К Новому году для детей Донбасса жители республики приготовили новогодние подарки – конфеты, игрушки и теплые пожелания. На призыв о помощи снова откликнулись жители почти всех районов республики Коми. К примеру, этот подарок от учеников 3-го класса средней школы села Большой Луг. Вот посылки от сотрудников расчетно-кассового центра города Емвы. Здесь новогодние сюрпризы не только для детей. Эта коробочка, к примеру, любому ополченцу. Здесь перчатки, носки и бритвенный набор. Новогоднюю акцию поддержали школы и сады республики. Для детей войны ребята сделали открытки, которые вместе с гуманитарной помощью отправят на юго-восток Украины. Я считаю, такие акции нужно проводить, чтобы весь мир знал, чтобы дети знали, что не всем живется так хорошо, что где-то деткам тоже хочется мира, добра, спокойствия. И, конечно же, от Нового года все ждут какого-то волшебства, чудес и, конечно же, подарков. Главное пожелание братскому народу у школьников республики Коми, конечно, одно – чтобы у всех было только мирное небо над головой. Я желаю всем деткам здоровья, счастья и чтобы у них там закончилась война. Чтобы у них был мир, чтобы у них на Новом году сбылись мечты. Я хочу, чтобы дети были счастливы и никогда не грустили. Я хочу поздравить их с Новым годом, чтобы у них закончилась война и чтобы все мечты у них сбылись. Новогодние пожелания, подарки и все необходимое для жизни и выживания сотен и тысяч бедствующих украинцев волонтеры из Коми уже на днях отвезут на Донбасс. Ольга Коняева, Олег Жуковский, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.